В Якутии граждане, живущие в ветхом и аварийном доме, могут получить компенсационные выплаты в течение месяца. Причем выплаты будут максимально приближены к рыночной стоимости за квадратный метр жилья. С теми, кто уже ищет жилье по новым правилам, встретилась наш корреспондент Сусанна Рожина. Теперь люди могут и не ждать, когда им выдадут новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. А в течение месяца могут после подписания соглашения получить на свой счет деньги и покупать то жилье, которое им больше подходит. Денежные средства поступили благодаря быстрому реагированию министра строительства, ДЖО. У нас старая квартира, 40 квадратов, трехкомнатная квартира. Это были другие стандарты. Сейчас хотелось бы, конечно, чтобы к людям относились в ногу со временем и предоставляли именно те стандарты, которые ногу со временем идут сейчас. Как раз-таки решение, которое может удовлетворить все стороны, это компенсационные выплаты переселенцам. На выходе находится нормативно-правовая база, которая позволяет оплачивать таким жителям, желающим получить компенсацию по более высокой цене, нежели сейчас идет, исходя из оценки. 49 собственников уже, получается, в процессе подписания соглашения, большинство уже получили денежные средства. Это, в принципе, большая цифра, можно сказать, 1/3 из числа собственников по этапу 2019 года. Получается, что жителям аварийных и ветхих домов даже выгоднее подписать соглашение, нежели ждать переселения. Ведь если раньше люди не соглашались на компенсационные выплаты из-за их низкой по сравнению с рыночной ценой, то на данный момент расчетная стоимость квадратного метра равна более 50 тысяч рублей. А со следующего года эта стоимость возрастет и уже составит более 70 тысяч рублей, а значит будет соответствовать рыночной цене. Сусанна Рожина, Григорий Николаев, Павел Пахомов, Якутск.